Все, я готов. Добрый вечер. Сегодня очередная уже 4-я лекция, лекция-семинар из цикла «Право консервативное чтение», где мы пытаемся найти, скажем так, рассмотреть историю для того, чтобы найти истоки современности. Истоки современности. Мы не можем понять, что происходит сейчас, и меньше еще можем понять, что будет завтра. Однако мы сможем это сделать, если мы поймем, в чем причина нынешнего состояния. То есть невозможно исследовать настоящее из настоящего самого. Поэтому необходимо в нашем мире, так сказать, мире вот метамодерна, высокого, или там постмодерна, кризиса модерна, нужно исследовать истоки прошлого. Истоки прошлого или истоки современности. Истоки современности, чтобы понимать настоящее, что настоящее это не просто то, когда мы живем, а это именно современность. Мы не просто существуем в современности со всеми другими людьми, но мы еще и несем на себе обязанность быть современными. Да? Потому что тот, кто не современен, тот, скажем, тот человек постепенно вымывается и исчезает из активного слоя, он перестает быть актором, то есть он перестает в этой жизни соответствовать своему времени, и время как бы уходит вперед, он становится несовременным. Да? Допустим, в пожилом возрасте или в детском возрасте это допустимо, в возрасте, который является активным или должен быть активным, человек должен соответствовать современности. Значит, из этой ситуации мы видим как бы несколько последствий. Во-первых, возраст активности непрерывно увеличивается. Дети все раньше и раньше уходят из домов, и государство сознательно, скажем, вот, так сказать, в Красной Европе, там, в Европе, особенно в государствах, которые находятся под властью социалистов или фактически близких к троцкистам, коммунистам, допустим, как Голландия, Франция, до последнего времени Великобритания, вообще Евросоюз, то есть в государственных крупных образованиях, где в основном у власти находятся марксисты. Идет очень мощная давно атака на институт семьи, естественно. Да? Нужно как можно раньше заставлять детей уходить из семьи, как можно раньше выводить из родительского диктата, для того, чтобы они становились производителями материальных благ и, естественно, потребителями материальных благ. Снижается постоянно возраст, так сказать, согласия, так сказать, и дальнейшее, естественно, брака и так далее. Все время повышается, с одной стороны, с другой стороны, все время повышается пенсионный возраст. Да? То есть это видно и в России. То есть атака на семью, которая идет очень давно, атака, в общем, на закрытость семьи, как той вот ячейки, которая как бы охраняет саму сущность человека, да? Потому что человек воспитывается в семье, не в государстве, а в семье. Вот. Она идет очень давно, и семья как место, где человеку дается основное его понимание о мире, о добре и зле, об том, как жить с другими людьми, о том, как поступать и так далее, где дается самый минимальный в той или иной степени понимание, так сказать, как это называет Жорж Батте, о священном и скверном, да, то есть то, к чему нужно стремиться и чего нужно избегать. Вот эта семья является именно объектом атаки уже давно, больше 50 лет. Как я уже сказал, повышается пенсионный возраст, дети все раньше уходят из семей, они все быстрее вовлекаются в мировой вот этот финансовый, так сказать, производительный и воспринимающийся оборот. То есть современность это что такое настоящее? Да? Что такое настоящее? Современность это террор. Да? Нужно быть современным, нужно все знать, нужно все успевать, нужно все знать. И все равно так сказать, человек к пожилому возрасту оказывается выжатым совершенно, да, из него выжат. Он потерял самое важное, это время, силы, возможности и так далее. Он остается с пенсией, которая все меньше и меньше становится к уровню жизни, потому что инфляция идет во всех странах мира очень большая. То есть после того, как он перестал быть актором, то есть активно действующим субъектом современности, да, после этого он остается уже, так сказать, он имеет право отстать от современности, да, ему дается маленькая пенсия, все, он как бы вот уходит на пенсию, он, значит, уходит как выработанный, так сказать, выработавший свое субъект вот этой мировой финансовой системы капитала. Сегодня я совершенно случайно увидел
фотографию о том, как, значит, американцы раздают помощь голодающим, да, может быть, кто-то видел в Фейсбуке, в 2021-2022 году. И действительно американская помощь спасла очень многих, особенно здесь, по Волжье, в Башкирии. Если бы не американская помощь, население Башкирии бы не было около 4 миллионов. Оно было бы гораздо меньше, может быть, 2 раза еще более меньше. То есть реально, как минимум, около миллиона человек было спасено полностью с помощью американской продовольственной помощи. Вот. Но в 22 году большевики, хотя еще голод был очень сильный, они ее прекратили. Потому что население уже стало оправляться и начинало понимать, что вот этот вот голодомор, да, то есть это не просто голод, да, а это то, как называл его Мишель Фуко, дисциплинирование. Да, это сознательное использование голода в качестве направленной социальной политики. Да, то есть это сознательная политика по тому, чтобы удерживать множество наций Поволжья и Урала, очень нестабильный после гражданской войны, очень нестабильный большое количество людей из самых разных наций, которое могло в любой момент колыхнуться туда или сюда. А в общем, 21-22 год это очень тяжелое время, потому что постоянно, Запад, это и Крым, это и Польша, это и неудачная попытка прорваться в Европу большевиком, Троцкого, и попытка пробиться к своим же, навстречу своим немецким братьям, своим немецким большевикам, которые устроили восстание в Баварии и восстание спартаковцев, так называемое. То есть вот это воспитание голодом, это дисциплинирование голодом продолжилось и дальше. Да? Это и страшный голод на Украине 30-х годов, это так называемый казахский Вашар-Шелек, как его называют, то есть сознательный тоже голод, когда несколько сотен тысяч казахов, чтобы спастись, бежали в Монголию, бежали в Китай, вот, через границу. То есть это для Азии, для Поволжья это было совершенно небывалым, каким-то неожиданным и, скажем, как ни ужасно это звучит, инновационным средством внутренней политики. Да? То есть такого не было в Азии никогда. То есть минимальные, скажем, если народы Поволжья, Казахстана и в 20-е, в 30-е годы, если они и не были в достаточной степени образованы с европейской точки зрения, да, мы берем именно европейской точки зрения, как большевики, допустим, как большевистские лидеры, которые, в общем-то, большую часть в России не жили, да, большую часть своей жизни в России они провели в ссылках, как Свердлов, как Ленин, как Сталин, а жили в основном на Западе. Да, Россию они не знали, в России не учились, были либо исключены из университетов российских, либо не учились там. То есть они, не понимали вообще, что происходит. Но вот этой внутренней политикой, именно слово дисциплинирование, я считаю, самым главным, которое использовала системы, совершенно неизвестные на Востоке. Да? Какие бы ни были, как называют, обскурантистские страшные азиатские режимы, но ни Чингисхан, ни Тамерлан таких средств для использования, так сказать. То есть таких кар, как вот сознательное воспитание с помощью голода, или, допустим, как Сталин в 40-е годы, выселение целых народов, когда целые народы были объявлены, так сказать, да, как крымские татары, как чеченцы, ну и так далее, мы знаем, да, то есть калмыки, то есть целые народы были объявлены, так сказать, народами-врагами, то есть хорошие народы и плохие народы. Народы, которые достойны будущего, да, которые могут войти, да, и народы, которые не могут войти, да, вот в будущее, вот этот новый мир, прекрасный новый мир, который должен быть построен. На одной из своих лекций, по-моему, в понедельник я говорил о том, что я попытался скрыть основание вот этой вот идеи, ради которой были в 20 веке перенесены колоссальные совершенно жертвы, которые привели к огромным жертвам, и до сих пор они продолжаются. Вот эта борьба против собственного народа, которую ведут коммунистические режимы, допустим, в Китае, да, сейчас, которые ведут там в Сирии, там, допустим, которые ведут на Кубе. То есть это в основном, вот, которые вели очень долго, так сказать, правительство социалистов в Ираке, да, в той же самой Ливии. То есть это постоянная война с собственным народом для того, чтобы создать как бы вот такой вот социально избранный народ. Я
попытался вскрыть вот это вот основу вот этого утопизма, да, социального утопизма. В истории, так сказать, в истории такие случаи неизвестны, чтобы как бы, из общей массы какой-то вот вдруг внезапно возник народ избранный. История этого известна только в мифе. Да? Это вот история иудеев, народа иудейского, да, который уходит из Египта. Господь говорит ему уйти из Египта, хотя в Египте прекрасно, замечательно, сыто прекрасно, так сказать, котлы. То есть народ иудейский должен бросить котлы с мясом в земле египетской, да, потому что эта земля проклята, потому что это земля колдунов, потому что это земля языческая, и он должен пойти на страдания, на мучения, на странствие по пустыне, на абсолютное доверие, так сказать, тому, что вот они идут на смерть в пустыню необитаемую. Но, так сказать, если весь народ полностью поверил, то как бы вот питаемый только одной верой, через 40 лет они выйдут в новую землю. Да? И только те, кто достоин Израиля, они войдут. И большинство тех, кто пытался создать вот эту новую нацию, большевики в Советском Союзе или нацисты в фашистской Германии, все это были люди, которые, естественно, воспитывались в религиозных, православных или протестантских школах. Да, то есть все это, обе вот эти вот идеи большевизма мирового и нацизма, национал-социализма, все это порождение, в общем, такого пострелигиозного взгляда на религиозную ситуацию. Да? То есть ни в исламе, ни в буддизме не были созданы такие колоссальные системы подавления, угнетения и уничтожения человеческой личности, как именно в контексте христианской, в общем, цивилизации Запада. Потому что люди, как мы знаем, все они там, Ленин и прочее, это все люди, которые изучали закон Божий и совершенно спокойно. Но в какой-то один момент, да, произошло то, что как бы абсолютно все перевернулось. Оно и должно было перевернуться. Если бы не перевернулось, если бы их, так сказать, христианство детства не превратилось бы в антихристианство молодости, то философия не была бы философией. Это бы не было диалектикой. То есть оно должно было прийти в собственную противоположность. Иначе бы как бы основной закон философии и диалектики был бы нарушен. А он и не мог быть нарушен. Поэтому, как я еще раз говорю, христианство детства пришло в антихристианство. И так сказать, вот отсюда и весь вот этот страшный террор против, так сказать, евреев, Холокост и так далее. То есть вот я назвал очень много таких моментов, которые возникли ни с того ни с чего в 20 веке. Да? Казалось бы, ничего совершенно не предвещало. Ничего. В конце 19 века, в начале 20 века в общих массах образованных людей царила идиллия. Вообще, да? Считалось, что века битв уже давным-давно прошли, что человечество ждет очень светлое будущее. Все, зачитываясь романами Жюль Верна, Герберта Уэллса, уже серьезно рассматривали, как, вот, так сказать, как бы распахать Луну и Марс. То есть абсолютно царило взаимное понимание. Большинство королевских фамилий, скажем, было в очень близком родстве. Российский император был близким родственником и королевы Англии, и немецкого императора, и австрийских, так сказать, и австрияки и так далее. Все это было такой, скажем, семейной политикой, внутрисемейной политикой. И вдруг ни с того ни с чего начинается, значит, Первая мировая война и так далее, и вот эти вот системы. Так вот, значит, когда где-то приблизительно 10 лет назад, у нас был вот общественный совет, мы собирали идеи о том, что нужно в Уфе сделать. Одна из первых идей была очень здравая. Нужно поставить памятник американской продовольственной помощи, благодаря которой, на самом деле, как минимум, почти половина жителей Башкирии была спасена от голодной смерти. Вот. Эта идея все ходила. Потом, в общем, как бы она затухла, и как бы мы понимаем, что при нынешнем положении, при нынешнем понимании того, как власть смотрит на свою историю, на настоящее, этого памятника не будет никогда. Если этот памятник будет, то это будет означать, что власть как таковая, значит, ошиблась. Советская власть была не способна накормить свою страну. То есть власть, так сказать, прокололась.
Проколовшаяся власть – это не власть, это уже, так сказать, и несмотря на то, что уже нет ни Советского Союза, ни советской власти, нынешняя российская власть сохраняет, естественно, на самом глубоком уровне преемственность к советской власти. И сам дискурс, как бы логика состоит в том, что власть не может ошибаться никогда. Да, значит, голод не голод, но никаких американцев не будет. Да, могла погибнуть половина Башкирии, но памятника не будет. Ничего не будет, потому что ничего не было. А то, что вы думаете, это вы думаете дальше, как хотите. То есть не будет ни памятника, не будет ни... как бы, не так важно отсутствие памятника, как важно понимать, что вот этот единый взгляд власти на общество и на современность, он не меняется. Тогда была своя современность, теперь другая современность. Тогда было важно дисциплинировать людей с помощью голода, теперь важно не признавать этот голод как часть государственной политики, а считать его просто стихийным бедствием. Да? Хотя стихийное бедствие, стихийным бедствием уже в 20-е годы, когда были уже и паровозы, и машины, и грузовики, можно было бороться. Да? И в некоторых областях с ним боролись довольно успешно. Да? Тогда. Ситуация о рождении, сама ситуация о рождении университета вообще очень тесно связана с вообще пониманием знания, да, что такое знание. Существует ли, должно ли существовать общество знания, до какой степени общество имеет право знать, опасно ли для власти общество знания, и может ли власть обходиться без знающего общества. Вот этот весь комплекс проблем, он, конечно, естественно, связан с идеей университета. Идея университета, и впервые в истории, в мировой истории, да, именно в Германии, в начале 19 века, в Пруссии точнее, был поставлен вопрос, была, как скажем так, возникла идея и был поставлен вопрос об развитии общества, как общества именно знания, которое должно быть современным постоянно, да, в котором должно быть постоянным настоящее. То есть это общество, продуцирующего человека, который всегда живет в настоящем. Вот этот удивительный момент времени начала XIX века, когда сразу в этой Пруссии, очень бедной, в общем, маленькой провинции Германии, бедной более, скажем, по сравнению с Баварией, или менее просвещенной по сравнению с Саксонией. Пруссия – это земля, в которой всегда не хватало ни земли, то есть просто земли для земледелия не было и нет никаких полезных ископаемых. Но вот совершенно удивительный момент, сошлись сразу вместе, да, Пруссия и Восточная Пруссия взять. То есть это место, где сразу одновременно возникли и жили такие величайшие умы человечества. Это, в первую очередь это Кант, Шеллинг, Гегель, Фихте. Да, то есть четыре главных философа после Платона и Аристотеля, да, мира, сразу, в одно время, причем они, Гегель и Шеллинг были однокурсниками, они учились в семинарии, жили в одной комнате, даже, да, и великий поэт Гёльдерлин тоже. Удивительно, что мы не будем говорить, что это одновременно то самое, что чуть-чуть намного южнее в это время творил Бетховен, уже оканчивал свою великую карьеру Йозеф Гайден. Это было время величайшего вот этого расцвета знаний о человеческом естестве, о человеческом духе. И, однако, ситуация политическая в Пруссии была очень плохой. Очень плохой. К 1810 году Пруссия приходит полностью к государственным банкротам. Да, она является государственным банкротом. В казне совершенно нет денег. Наполеоновское войско полностью разгромило, просто всмятку разнесла прусскую армию. Воевать некому, огромное количество раненых, умерших, больных, инвалидов. Огромное количество молодежи уезжает просто в другие
страны, чтобы ну, не на чем, как бы, на чем ставить будущее, да? Каким образом создать продуктивную идею будущего. В принципе, чуть раньше этого такую же задачу перед собой ставит революционная Франция. Да? Поэтому мы и говорим, что есть у нас немецкое просвещение и есть французское просвещение. Немецкое просвещение делает установку на, естественно, как противоположность немецко-французского просвещения. Французское просвещение делает установку на технизацию образования. То есть, понимая, что следующее время, то есть 19 век очередной, станет веком более высоких технологий, да, и революционная Франция уже ведет войны и будет еще больше их вести. И французы делают ставку именно на уменьшение университетского образования и создание специализированных, так называемых эколь, то есть высших школ, или еще называют технических училищ, можно так сказать. Да? Ну, вот, например, канва событий, да, 1792 год. Революционный конвент отвергает программу реформы высшего образования, предложенную философом Кондорсе, которого бросят в тюрьму, где он, чтобы, так сказать, обвинен, его должны были казнить, он покончил жизнь самоубийством. Декретом конвента от 17 августа 1792 года закрыты 22 французских университета. Впоследствии Наполеон понизит их до уровня специальных школ. То есть школы, где, естественно, революционная Франция, естественно, старалась уничтожить выборность ректоров, да, только назначаемость, попечительскими советами. Декретом конвента от 8 августа 1993 года закрыта Академия наук Франции. Чуть позже выдающийся ученый-химик Лавуазье, выступавший за сохранение Академии, арестован, казнен. Помимо него были казнены еще 4 академика. Десятки ученых-французов убегают из страны от революционных вот этих якобинцев, вот, от беснующихся толп. На смену университетам создаются вот эти вот всякого рода политехнические высшие школы, школы артиллерийские, военные училища и так далее. То есть фактически срывается университетское образование. То есть университетское образование во Франции становится специализированным. Главным, и эти высшие школы были достаточно высокого уровня, достаточно профессионального уровня. То есть там изучались технические дисциплины, но всячески изгонялась идея целостного воспитания. И напротив, да, Фихте, который в 1810 году стал первым ректором открытого Берлинского университета, как раз и предложил отличное от французского образования целую систему немецкого университетского образования, которая состояла как раз не в концентрации на технологиях и не в концентрации на изучении специализированных дисциплин, а именно на основании в том, что университеты должны решать две задачи. Именно духовное возрождение немецкой нации, да? И первое. И второе. Сделать ее лидером мирового образовательного процесса. Да? В этом гениальность, Фихте великий философ, мощнейший диалектик. Вот. Но важно то, что он поставил две невыполнимые фактически задачи. Как я уже сказал, да, что Пруссия была государственным банкротом. То есть она проиграла везде. И она проиграла экономически, она проиграла и политически, она проиграла и в военном смысле. То есть наполеоновская кавалерия прошла, «Войну и мир» может почитать, насквозь вообще там разнесли немцы этих прусаков и все, и до свидания, и пошли вперед. Каким образом можно было создать вот эту позитивную идею будущего? Да? Фихте, основываясь на трудах Канта, поставил именно, с одной стороны, он основывался на трудах Канта. Есть знаменитая работа Канта «Спор факультетов». Кому интересно, может ее почитать. Но Фихте во многом перевернул идею Канта и настаивал на том, что именно философский факультет является самым важным. Потому что только философия в данном случае
означало не выпускать философов профессиональных, да, а создать такую непрерывную систему, когда каждый учащийся в университете, даже если он не будет профессиональным философом, а естественно большинство из них и не становилось философами, да, каждый должен будет пройти очень мощную философскую школу в течение 3 лет. Они обязаны были посещать лекции, причем они могли выбирать. Допустим, в том же самом Берлинском факультете, вот Шопенгауэр в своем соперничестве с Гегелем, например, специально ставил свои лекции в одно время с лекциями Гегеля и очень удивлялся, возмущался, что к нему никто не ходит, да, все ходят к Гегелю почему-то. Вот, это известный такой анекдот исторический. Идея цельности, где каждый студент должен был ощутить, с одной стороны, вот эту идею университас, универсальности знания, которая дает только одна дисциплина. Ни математика, ни физика не дает универсальности знания, дает только философия. Да. Философия именно немецкого идеализма. Понимание того, как дух, каким образом движется абсолютный дух, уже потом философии Гегеля, который тоже преподавал в Берлинском университете, или философию свободы Фридриха Шеллинга, который тоже после смерти Гегеля преподавал в этом же Берлинском университете. Это работы Гумбольдта и так далее. То есть это вот целая плеяда таких звезд, мировых философов, которые, во многом отказавшись от собственной трудов, именно были призваны и сосредоточились на преподавании, потому что им нужно было спасти Германию, им нужно было спасти свою нацию, и спасение через университет. И удивительным образом немецкие университеты создали такую модель, да, такую потрясающую совершенно модель, которая распространилась дальше во всей Европе. Вот, распространение в Европе, естественно, пошла в Россию. И Россия до революции была именно, и даже после революции, очень долго держалась на этой идее именно вот немецкого университета. Более того, даже немецкая идея университета попала в Америку и вытеснила из США английскую систему университетского образования, так называемыми тьюторами, то есть ассистентская, преподаватели ассистентов, вот этот вот. Вот. С одной стороны, можно сказать, что реформа университета в Пруссии была вызвана для того, чтобы нужно было создать новые ресурсы, быстро, так сказать, создать ресурсы, потому что поражение в войнах, с одной стороны, да, но с одной стороны. С другой стороны, можно сказать, что удивительный такой момент, да, это вот такой материалистический взгляд, что вот нужно было создать, давайте создадим Берлинский университет, и сразу у нас все появится. Да, то есть, немножко странная такая идея. С другой стороны, нужно понять, что история, она история не существует линейно, это не последовательность неких событий. Сначала был 1807 год, а потом 1808 год. Да? Потом так. История это не цепь хронологических пометок, цифровых отметок на линии, да, на некой линии. История это, с одной стороны, да, но это хронология, да, а история это нечто другое. История это момент, когда некий дух времени, который проявляет себя так или эдак, он, можно сказать, артикулируется, то есть он создает некий жест, исторический жест, в котором дается образ вот этого времени. В Пруссии, как я уже раза 3 сказал, что в 1810 году не было ничего, и вдруг потом в Германии за 19 век настало все, что Германия нашла в себе, хватило духу начать и, проиграть 2 мировые войны, и тем не менее в нынешней ситуации Германия находится в такой ситуации, что в общем Германии сейчас ничего не угрожает. Все это сделано благодаря только университетскому образованию. Вот это вот колоссальной совершенно реформе, которую создали первые умы современности и нашего времени. Это Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель. То есть, даже несмотря на 2 страшных поражения мировых войн, тем не менее Германия себя чувствует прекрасно, великолепно. И германской, немецкой идентичности сейчас ни экономически, ни политически мало что угрожает. То есть, фактически, если бы не университетская система, Германия бы погибла как таковая. Да? То есть, революционная Франция постепенно уже отжевывала очень большие куски. Эльзас, Лотарингию. Западный берег Рейна отжевывали
французы радостно. Везде у них была вот эта революционная администрация, в Бонне. Тогда Бетховен, кстати, поступил в Боннский университет, но не смог дальше учиться, потому что Бонн был захвачен революционными французскими войсками. То есть просто бы отживали, часть бы отживали поляки, часть бы отживали французы, часть бы отживали австрийцы, все, не было бы Германии. Да? Только благодаря вот этой вот университетскому образованию, в основании которому были даны две невыполнимые задачи. Вот в этом, я считаю, главная вот эта цель. То, что были поставлены заранее задачи, которые невозможно исполнить. Как я сказал, духовно возродить немецкую нацию. То есть создать образовательную систему на основании не технического, не освоения технологий. Да, потому что технологии меняются. В том числе и обучение технологиям меняется. А именно на создании целостной личности на основании философского охвата мира. Да, и второе, сделать лидером мирового образовательного процесса. Да, то есть две невыполнимые задачи. И, вот это третья модель национального университета. Именно вот эта третья модель для нас она интересна и важна именно, что это модель национального университета. Образовательные модели существовали и в античности, но это были модели образования единичного человека, да, как в античности. Это так называемый вот этот bios theoretikos, то есть жизнь в знании, когда под властью просвещенных правителей или демократических городов могли существовать вот такие платоновские академии, допустим, Ликей Аристотеля. Аристотель, как воспитатель Александра Македонского, да, который мог ему дать такую очень мощную накачку и внушить ему образ мира, что и Александр, захватив Персию, вот эти колоссальные пространства на востоке, смог постепенно создать его потомки, вот эти вот диадохи, смогли создать вот это эллинистические города-государства, древнегреческие, с театрами, с школами, с философскими и так далее. То есть это распространившаяся система. Либо система вот, знания, которая стала актуальной в раннем Возрождении, это 15 век, начало 16 века, когда в Северной Италии тоже разом сложилась вот эта система с такими великими мыслителями, перевернувшими, да, современность. В первую очередь, конечно, это Галилей, да, человек, который дал огромный толчок, потом развитый уже в протестантской Англии, Ньютоном и дальше, значит, Кеплером и Тихо Браге уже на Северной Европе, Джордано Бруно, Фичино, Папская академия наук, да, которая вот, где были собраны выдающиеся математики своего времени, скажем, с перехода от юлианской к григорианскому системе календаря, там вся Папская академия наук взяла на себя работу по созданию математического аппарата. Это невероятно сложной системы, да, то есть перешли на новую систему вот этого вот григорианского календаря, которым мы пользуемся и сейчас, и поныне. То есть это система таких вот просвещенных групп, да, то есть либо Платонская академия, опять же у Фичино, либо вот таких вот групп гуманистов и так далее. Вот. Но только впервые именно благодаря Фихте была создана концепция национального университета, который дает вот это вот бильдунг, да, образование, бильд, картина, образ, набросок. Да, вот это дает целостное образование любому человеку из нации. То есть целая нация становится снизу доверху, полностью проходит через университетское образование. Да, то есть это вот впервые была создана такая система. Скажем, конечно, университеты были в Германии до того, и в Европе, да, до того, но уже в конце 18 века, накануне Великой Французской революции, в Германии начался огромный кризис университета. Вот, например, Кант, да, когда Кант работал в Кёнигсбергском университете, мы все это знаем, он имени Канта. Вот в то время в Кёнигсбергском университете, когда там работал Кант, да, знаете, сколько было там учеников? Там было 47 студентов. Это университет. 47. 47 даже. Вот. Допустим, Кильский университет, да, вот в начале 19-го, вот в Эрфуртском университете было 43 студента. Был год, когда в Кильском университете училось 8 человек. То есть колоссальный кризис университетского средневекового. Но это были останки вот этого средневекового еще, так сказать, средневековых университетов, где главным факультетами был теологический, то есть воспитывали
пасторов, воспитывали ученых, теологов и так далее. Система, как я сказал уже, что когда французы практически уничтожили собственные университеты и заменили их систему эколь, то есть школ, вот эти профессиональных школ или технических академий для подготовки инженеров, в первую очередь, да, для подготовки учителей, потому что Франция была колоссальной колониальной державой, нужно было огромное количество инженеров, военных, артиллеристов, корабельных служб, чтобы вот эти колонии все обслуживать. Германия не была колониальной державой, в этом-то во многом ей помогло. То есть она поставила, если английские университеты и французские оказались в итоге в проигрыше, потому что эти колониальные державы как бы считали, что они будут вечно, там, так сказать, править миром, и Англия будет вечно править морями, и увеличивала количество технологических программ обучения, технологических. Но как только рухнула колониальная система мировая в середине 20 века, естественно, и французские, и английские университеты все посыпались. Да? То есть не нужно было в таком количестве готовить ни военных, да, то есть после того, как была потеряна и Индия, была потеряна, то есть этого не нужно было делать. То есть все технологическая направленность образования в английских и в французских университетах, которая продолжалась как направленность и в технической академии, как направленность обучения великих колониальных держав, как я сказал, да, то есть которые там властвовали над огромными территориями, над Африкой, над Индией и так далее, оказалось ненужной. То есть опять вступил в силу вот этот закон истории, когда оказалось, что тактически правильные решения, обслуживающие колониальное господство англичан и французов, оказались провальными с точки зрения стратегии. Жизнь изменилась, разрушилась мировая колониальная система, и все. И оказалось, что как бы это не нужно. Да? Эти университеты, оказалось, что не нужно в таком количестве просто готовить людей, время, так сказать, которые уже не нужны. И так далее. То есть благодаря Фихте были созданы такие вещи, которые я бы хотел сейчас перечислить. Очень хорошо зная ситуацию во Франции, и Кант, и Фихте, и Шеллинг, и Гегель, с одной стороны, сначала они очень приветствовали французскую революцию. Да? Как я сказал, уже три друга, жившие в одной комнате, Гегель, Шеллинг и великий поэт Гёльдерлин, посадили дерево свободы, да, его поливали, благословляли вот эту французскую революцию. Вот. Но очень быстро в Германию стали просачиваться сведения о терроре, о том, что вот, так сказать, об беззаконии, об массовых убийствах. И немецкий философ-идеалист, в первую очередь Фихте, поняли, что университет должен, что французское просвещение пришло, так сказать, просто к грубому насилию и совершенно, так сказать, к тупику. Фихте понял, что если будут закрыты университеты и вместо них будут созданы технологические училища, да, то в обществе будет разрушен уровень теоретического мышления. Просто теоретического мышления. В обществе будет разрушено единство взгляда на мир, а значит будет разрушено основание консолидации наций. То есть консолидирует нацию национальный университет. Это самое важное, что, так сказать, заявил Ницше. И вот эти последствия, которые, так сказать, вот эта вот цепь задач, которую он поставил перед Берлинским университетом, первым ректором, как я сказал, которым он стал, я хочу их перечислить. Что такое университет? Это структура профессионального взаимодействия интеллектуалов, независимых от государства, от церкви и от мира капитала. Абсолютно. Это вот тот критический необходимый совершенно пласт, скажем, это так называемая научная и творческая элита, без учета мнения которых бизнес превращается в тупое выкачивание дохода, власть слепнет,
превращается просто в беззаконие и в систему насилия, а граждане просто, так сказать, роняют свой уровень. Если в университетах существует и долгое время действуют вот эти вот независимые элиты профессоров, элиты научные, творческие, художественные в университетах, в консерваториях, художественных вузах и так далее, театральных, то их действия, которые реальную отдачу финансовую, от которой как бы невозможно подсчитать, если оно действует десятилетиями, да, то оно создает такой просто колоссальный положительный эффект для существования нации, колоссальный, который невозможно измерить. Важно то, что они, так сказать, это становятся вот эти вот такие группы элит, они создают научные школы, через которые проходят люди, в том числе в будущем, это будущие, так сказать, директора банков, будущие государственные деятели, будущие политические, так сказать, фигуры, будущие политические лидеры. Таким образом, через школы научные, даже если не становятся учеными, так или иначе, получив образование с помощью вот этих научных школ университетских, молодые люди начинают возглавлять вот эти три важнейшие составляющие части. То есть это либо политические партии различные, либо финансовые учреждения, либо государственные военные, так сказать, учреждения. Но это возможно только тогда, когда им вот эту вот, так сказать, оптику взгляда на мир целостно сдаются в университете. То есть научные школы. Вот это Фихте сделал ставку на это. Первое. То есть это профессиональное взаимодействие независимых интеллектуальных элитных групп. Второе. Университет должен развивать в обществе не освоение профессиональными навыками, а именно культуру теоретического мышления. Культуру теоретического мышления. Дальше, третье. Должен транслировать следующим поколениям результаты своего времени, да, показывая их как ограниченные, так сказать, не вечные знания, а знания важные для этого времени. Четвертое. Должен осуществлять филиацию идей, то, что очень важно. Значит, дальше. В Берлинском университете была создана модель Европейского исследовательского университета. Исследовательский университет, где ректорат требует, и студенты требуют и ожидают не только преподавания лучших знаний прошлого, то есть не всего прошлого, но наиболее лучшего знания прошлого. И благодаря преподаванию лучших знаний прошлого создается такое ощущение о настоящем, которое становится для настоящего недостаточным. И поэтому возникает идея будущего. Потому что то прошлое, которое мы знаем сейчас, для нас недостаточно его для настоящего. Поэтому настоящее и превращается в будущее. Без этого оно не может становиться будущим. Следующее еще очень важное, как вот это вот называется, некая интеллектуальная сеть. Это в университете создаются группы учеников, которые, так сказать, на одном курсе однокурсники, которые после окончания университета, связанные, как вот, это был Берлинский университет, это же не современный университет, допустим, там, в Советском Союзе. Это был университет, где очень были сильные товарищества, да, где очень были сильны, где студентам просто, во-первых, разрешали студентам дуэли, да. То есть дуэль это как бы фактически тот университетов было очень мало, но это была именно, так сказать, аристократия знания, то есть вот это так называемые буржи, то есть это студенческие братства, да, которые сохраняли очень тесную связь и дружбу после окончания университета, где каждый, так сказать, с одного курса мог после окончания, попав в тяжелую ситуацию, рассчитывать на помощь своих собратьев, да. Вот эта интеллектуальная сеть, она дала, это и стало вот таким подобием, как бы продолжением вот этой идеи элитарных групп, которые преображают историю, допустим, как я говорил уже, подобным группам гуманистов в Италии, да, или подобным, допустим, вот Академия Палатина Карла Великого, да, где в державе Карла Великого были созданы вот такие вот группы, когда, так сказать, в этой разоренной полностью варварами Западной Европе, где с севера подступали вот норманны, вот эти викинги, арабы с юга, с востока там шли эти
венгры, которые там чуть ли не до Парижа доходили, там резали всех подряд, до Парижа не доходили, но будь здоров, там набеги вот этих вот. Куда Карлу Великому было деваться? И вот были созданы вот эти Академия Палатина, Платоновская академия, созданная Карлом Великим, именно где работали, да, были привлечены там и иудеи, и арабы, то есть и ирландцы, виднейшие и лангобарды, виднейшие интеллектуалы прошлого, интеллектуалы, каких только можно было найти в этой совершенно разоренной, так сказать, Западной Европе, куда Карл Великий смог их пригласить, так сказать, в Аахен, в центр своей вот этой великой империи, пригласить. Вот эти группы элиты, именно на них была сделана ставка, и эта ставка оказалась правильной. Так вот немецкий университет, как национальный университет, на который была сделана ставка, и эта ставка, как я сказал уже, создала вот эту новую программу развития всей нации, всего целостного немецкого общества, без развития философии и без развития философского образования как системы теоретического общего целостного взгляда на мир, то есть как опережающей системы развития науки, опережающей настоящее. Да? То есть как раз вот этот вот момент, удивительный совершенно, которым только можно восхищаться, что вот это различие университета, вот я считаю, что самым важным, потому что эта тема бесконечная, про что такое университет, мы все имеем высшее образование, мы все учились. Но вот эта система, я считаю, очень важным, что французская система оказалась нежизнеспособной, оказалась неправильной, когда был взят крен именно на специализированное образование, технологическое в первую очередь, да, и наоборот правильно оказалась в историческом масштабе немецкая система университетская, как национальная система бедного прусского государства, которое не имело колоний, не могло черпать ниоткуда ни ресурсы, так сказать, не имело ни рабов, не торговало рабами, как, так сказать, Франция и Англия еще конца 18 века. Ничего не было. Вот эта Пруссия была страшно бедная, ужасная земля. Но вот это стратегически абсолютно правильное решение, оно для нас должно служить примером. Оно должно понимать, что вот это опережающее знание, которое рождается от того, что знание, что лучшее понимание прошлого делает настоящее недостаточным. Именно благодаря этому в результате этого появляется позитивная идея будущего. Да? То есть мы знаем, каким должно быть. Потому мы очень хорошо знаем прошлое, поэтому мы можем настоящее заключить в скобки, мы можем его убрать. Мы недовольны тем, как мы живем. Но мы создаем будущее, мы создаем проект будущего благодаря тому, что мы имеем прекрасное прошлое, замечательное. Да? Или наоборот, очень трагическое. Или там жертвенное и так далее. На что сделал ставку Фихте? Фихте сказал совершенно, как ректор, он совершенно гениально и правильно поставил точку зрения. Но он написал, я сейчас попробую найти, где-то он написал, что если поступающий в университет, рассматривать университет только как место для приобретения профессии, благодаря которой он будет кормить свою семью, то для такого абитуриента университет бесполезен. То есть это потребительство. Да? То есть приходит, даже если он платит, и эти деньги нужны университету, то такой, в общем, абитуриенту университету не нужен. Даже если ему нужен университет, он ему не нужен. Главная цель университета, пишет Фихте, это создать в студенте целостное духовное бытие, которое, возможно, и не сыграет сейчас в какой-то момент к его благополучию финансовому, но обязательно сыграет позже, или в его позднейшей жизни, или в воспитании его детей. Таким образом, нация целостная, да, вот, уже буквально через 60 лет Германия показала положительность своей идеи, Пруссия показала положительность своей идеи. Вот в франко-прусской войне 1870 года огромная Франция и маленькая Пруссия, да, бедная Пруссия и богатейшая Франция со всеми колоссальными там заморскими территориями, Северной Африкой, там, так сказать, вот эти протекторатами французскими и так далее. Пруссаки просто в смятку разбили французов. Почему?
Потому что французская армия состояла офицеры из специалистов. Но не было такого огромного духовного подъема, французы не шли на подвиги, да? И Германия наоборот. Даже Ницше, который ненавидел войну, и тот записался санитаром. Да, санитаром. То есть в колоссальном совершенно подъеме французы, немцы, так сказать, победили. Да? И как я еще сказал, что немцы еще дважды начинали мировые войны. Я не говорю, что это правы были, неправы, другое дело. Да? Это совершенно. Из вот этой вот маленькой, вот этой вот прижатой, так сказать, совершенно бедной страны Пруссии. То есть, каким вещам? Возьмите в Википедии, посмотрите выпускников Берлинского университета, вы поразитесь. Там лауреаты Нобелевских премий, то же самое Карл Маркс, например, и так далее. Все что угодно. Да? Хотя я говорю, что эти университеты были очень маленькие. Возьмите выпускников там, Кёнигсбергского университета, в котором учился, когда во времена Канта, 50 человек не училось. И какой колоссальный итог. Да? И теперь давайте мы представим себе университеты наши, да, вот Российской Федерации университеты. У нас очень большое количество людей охвачено высшим образованием. Очень большое. Да? С одной стороны, это хорошо. Да? Это человек без высшего образования, он плохо продвигается по службе, у него маленькая зарплата, у него, так сказать, очень плохое движение, он остается всегда на каких-то вторых, третьих ролях. Вот. Тем не менее, у нас, так сказать, вот это движение к омассовлению образования началось в Европе и в Советском Союзе очень давно. Да? Уже в 20-е, в 30-е годы было открыто огромное количество вузов. И, кстати, в 30-е годы университеты российские, которые еще до революции были построены по-немецки, лекалов, в 30-е годы их стали дробить, стали создавать отдельно медицинские, выводить медицинские институты отдельно из университетов, потом политехи стали выводить. То есть, если университеты остались только в столицах московские и ленинградские как целостные, то в регионах все университеты, даже старые, стали дробить, стали выделять медвузы отдельно, педагогические отдельно, там, физкультуру отдельно и так далее. То есть началось вот это движение, которое как бы первым начали именно французы. То есть началась специализация образования. Единой была только идеология. Главной кафедрой была кафедра марксизма-ленинизма. Я еще застал это время, я думаю, многие застали еще это время. Но специализация образования, да, когда медицинский вуз, это только вуз, который обучает отдельно специализированному знанию медицины и очень расширенному знанию медицины. Время идет, появляются новые кафедры, да, появляются новые болезни, да, научно-исследовательские институты изучают, говорят, вот такая болезнь, вот так давайте решим. Создаются новые кафедры, потом новые факультеты, медицина. Идет специализация знания. Дальше, там, политехнические и так далее, там, не знаю, там, педагогические и так далее. То есть там, допустим, переходят от досок к интерактивному обучению, создаются там мультимедиа факультеты и так далее, педагогические. То есть увеличивается специализация знаний. Но как уже не я первым говорю, это уже все об этом говорят. У нас вот аккредитация была в ВУЗе не так давно. Все говорят, что система университета переживает огромный кризис во всем мире. Потому что современные университеты, особенно в России, они перестали быть тем местом, который создает личность гражданина. Да? Они обучают знанию, причем с огромным отставанием. Да, потому что университет в высшем образовании России недостаточно денег для того, чтобы развить технологическую базу. То есть технологически мы отстаем очень сильно, и, видимо, отстаем в каких-то отраслях уже необратимо от Запада, от США, видимо, уже, да? Уже в каких-то необратимо. То есть технологически, если мы будем увеличивать технологичность и специализированность образования, то мы все равно не сможем это сделать. С одной стороны, то мы не сможем это сделать. Но с другой стороны, мы уже и потеряли вот эту изначальную систему создания целостного, обучения целостного человека, имеющего целостный взгляд на мир. Потому что идеи Фихте, Шеллинга и Гегеля в университетах я уже не могу продолжать, понимаю, это уже долго, это очень сложная тема. Может быть, если
будет, я бы хотел, чтобы мы немножко пообсуждали, вот, потому что дольше уже не буду говорить, потому что я совершенно не коснулся идеи Шеллинга, который говорит, который во многом противоречит идеям Фихте. Если Фихте говорил об целостном взгляде, что университет должен создавать целостный взгляд как науку, да, то Шеллинг его опроверг и сказал, что наоборот, что университет должен создавать такое знание науки, которое бы переставало быть наукой и становилось бы искусством. То есть наука, когда до такой степени человек овладевает наукой, то он перестает быть ученым, а становится художником мысли. Да? Вот этот художник мысли или человек, который превращает как бы все свои научные знания в некую алхимию. То есть он обладает такой мощной энергией создания мира, что он вот как бы своим внутренним огнем как бы переплавляет, как в, так сказать, в алхимическом, так сказать, в котле алхимика, переплавляет элементы и создает вот этот философский камень. Вот, с одной стороны, вроде бы мистическая, да, такая мистическая идея, что алхимия очень, кажется, устаревшая, да? Шеллинг, ну, философ-идеалист. Вот я могу сказать, что Шеллинг своими работами о магнетизме, да, своими философскими работами о магнетизме, на несколько десятилетий опередил исследования Фарадея. На несколько. Сам Фарадей написал, что он открыл явление электромагнетизма благодаря чтению философской работы Шеллинга. Да? И именно вот это время, начало 19-го, конец 18 века, было вот таким удивительным временем, когда еще знание целостное могло существовать. Когда философы могли, то есть, так сказать, как вот, допустим, философия природы Гегеля, когда были люди, мыслители такого уровня, которые могли создавать в своих философских трудах некие прорывы для технических наук. Как я вам сказал, что вот, в принципе наша жизнь вся зависит от электромагнетизма, телефона и все что угодно. Но, как я сказал, что свойства электромагнетизма впервые описал Шеллинг. Да? Казалось бы, философ-идеалист, невероятный идеалист. Он дал теоретическое обоснование электромагнетизму. Вот. Конечно, это отдельная тема. Тем не менее, кризис университетского знания налицо. Кризис университетского знания. Я думаю, что кто-то, может быть, обязательно выскажется, да, кто особенно вот Ильдар, я думаю, что он знает хорошо систему образования на Западе. Вот. Тем не менее, идея национального университета, если она будет продолжаться, если она должна продолжаться, с моей точки зрения, должна основываться не на технологическом фундаменте, а именно на целостном взгляде на мир. Потому что национальный университет дает вот это понимание вот этого национального космоса. И этот космос, вот это вот единство вот этих космических законов, оно на всем протяжении вот этого мира, оно везде артикулируется одинаково. От узоров на деревенских полотенцах, от рисунков до детских рисунков, вплоть до, не знаю, видеоклипов, сложных каких-то поэтических размышлениях, философских и так далее. Это вот национальный космос, это национальный университет должен зафиксировать существование национального космоса как такой разомкнутый, открытый миру целостной вот этой семиотической модель Вселенной. Да, семиотическая модель. То есть такая знаковая система, то есть целостный космос, этнический космос, как целостная знаковая система. Поэтому национальный университет, с моей точки зрения, нового типа, главной кафедрой должна быть, конечно, не кафедра марксизма, ленинизма, даже не философии, а именно кафедра семиотики. То есть возможность видеть мир как знак, как знаково-символьную систему, возможность трактовать мир, узнавать и, так сказать, шифровать и дешифровывать, кодировать и раскодировать мир с помощью вот этой некой системы, целостной системы знаков. Спасибо.